Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие, добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема звучит так. Его мысли, его чувства, его действия в загаданный срок. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Что-то вы так от друг друга отвернулись, развернулись. Либо у вас очень мало точек соприкосновения, и живете вы разными мыслями, разными интересами. Либо вы сейчас явно не вместе, да, между вами есть пространство. То есть вы как бы своими делами занимаетесь в своей стороне, а он как бы своими делами занимается. Так, девочки, вы должны знать, что рядом с вашим мужчиной сейчас есть какая-то женщина. Это может быть и мама, которая полностью все его время на себя перенимает, либо какая-то женщина, которая, ну, допустим, он ей помогает решать какие-то ее вопросы. Может быть, он у вас, ну, юрист, да, и это его кейс, и он работает с этой женщиной. Либо это какая-то сотрудница, которой нужна помощь, и он помогает. То есть с какой-то женщиной все время проводят. В принципе, там нет никаких опасных моментов для вас, но просто вы должны знать. Может быть, он вам и говорил, может быть, вы ревнуете, да, тогда вам песочек передает, что не переживай, они просто работают, да, либо они просто мама и сын, ничего там плохого нет. Так, его мысли о вас. Он скучает по вам очень сильно, ему реально вас не хватает. Даже если вы вместе находитесь, как-то вы мало ему времени уделяете. Либо у него настолько сейчас такой плотный график, что не получается вот побыть вместе, насладиться друг другом, да, куда-то вместе сходить, просто сидеть вечером, посмотреть какой-нибудь фильм, пообщаться в конце концов. То есть ему вас не хватает. И его что-то, кстати, очень напрягает относительно вас. Что-то как заноза у него в голове и в сердце. То ли он вас кому-то... Я не могу сказать, что он вас ревнует. Это не ревность, нет. Может быть, знаете, как обиделся на вас, обижается на вас из-за того, что вы, ну, допустим, много времени проводите со своими подругами, либо много времени проводите на работе, либо много времени тратите на какие-то свои дела. Если он с вами на расстоянии, то он обижается от того, что вы могли бы больше, например, там, общаться, больше, ну, допустим, быть дома и меньше быть на улице, там, общаясь с другими людьми. Может быть, вы какие-то фотографии публикуете. Может быть, ему кто-то рассказывает, что вы там прям очень активный образ жизни ведете. Здесь даже не ревность, а именно обида почему-то вышла на вас. Обида. Еще он думает о том, что надо вас чем-то порадовать, да? Может быть, у вас там годовщина, либо какой-то праздник, да, вот 1 на 2. И вот он думает, надо что-то прям подороже купить, покрасивше и подороже, да, чтобы прям порадовать, показать, смотри, как я тебя люблю, да? Ничего для тебя не жалко. Но опять же, у кого-то отыграется приехать как-то красиво, пафосно, с цветами, с подарками. У вашего мужчины буквально вот на днях будет какая-то судьбоносная встреча. Судьбоносная в плане его карьеры, в плане его, например, там, бизнеса, деятельности. Вот он как-то очень легко к этому относится. Либо, в принципе, это будет спонтанная какая-то встреча. Вот, знаете, хочется сказать, что у него на днях судьба решится. Либо он очень удачно устроится. Такой прям контакт себе конкретный заведет на долгие годы, успешный.
либо он просто профукает эту возможность. Девушки, женщины, я к вам обращаюсь. Вот вы будете с ним разговаривать, будь то лично, там, домой придет, вы с ним поговорите, до свидания с ним пойдете, поговорите, либо, может быть, там, по телефону, по мессенджеру. Вы ему так и передайте, что ты не должен упустить эту возможность. Ты должен с людьми говорить вот напрямую, что тебе нужно, чего ты хочешь. Да, там, не стесняться себя похвалить, не стесняться где-то себя приукрасить. Потому что здесь очень судьбоносная встреча с очень каким-то важным человеком. Очень важным. То есть передайте ему, да, эту возможность нельзя упустить. Так, что он чувствует к вам? Он чувствует, что вы его родной человечек. Знаете, как будто бы вы его правая рука. Он без вас никуда. Вот без вас прям очень плохо. Даже если вы, например, поругались, не разговариваете, но находитесь в одном помещении, вот ему прям на сердце легко. Потому что он знает, что вы рядом. Как-то ему все тяжелее и тяжелее даются моменты, когда вы не вместе, когда между вами нет там телесного контакта, когда нет нежности, да, нет близости между вами. Знаете, хочется прям большего того, что имеет сейчас. Больше общаться, больше быть вместе, больше проводить время вместе. Прям как жажда вас у него идет. Жажда. А еще, девочки, с ним недавно что-то произошло. То ли он куда-то ходил, то ли он что-то смотрел. Допустим, там с мужиками они там что-то обсуждали. Может быть, там в сауну ходили, может быть, в стрип-клуб ходили, может быть, какое-то видео смотрели. Он поймал себя на мысли, что ему это, во-первых, неинтересно, во-вторых, это фу, какая гадость. И вот он думал только о вас. Понимаете, вот он кроме вас никого не хочет больше не видеть, не замечать. Если раньше для него это было святое, провести время с друзьями, то теперь это такое типа обязательство, да? Неинтересное, никчемное обязательство. Вот вы. Причем, знаете, я не могу сказать, что он влюбляется, он уже в вас влюблен. Как будто бы любовь все сильнее и сильнее в нем прорастает. И она вошла в такую фазу, когда, как жертвенность, да, просыпается. Человеку хочется жертвовать ради вас, для вас, чтобы видеть вас счастливой, чтобы видеть вас улыбающейся, чтобы получать удовольствие именно от вашей радости. Ведь любовь, она бывает разная, да, есть люди, которые собственники. Вот я люблю, пусть только моя будет. А есть люди, которые, вот как этот мужчина, говорит, я хочу сделать все, чтобы она была счастливой, и только когда она будет счастлива, я получу удовольствие. Но это очень правильно, очень правильно. Я считаю, что вам очень повезло с этим мужчиной, с его, по крайней мере, этими мыслями, чувствами, да, это отлично. Правильно, все вы делаете, значит, правильно, девчонки. Значит, вот эта разлука, либо это отстранение друг от друга очень положительно на него повлияло. Очень положительно. Так, каких действий ждать загаданный срок? Разговора ждите. Здесь будет какой-то очень грандиозный, серьезный и важный разговор. Причем мужчина об этом давно уже думает, но он просто как-то не решался. Может быть, не получалось, да, не решался. Не было подходящего ни времени, ни условий. А теперь разговор точно случится. Вот точно. Даже если он будет не готов поговорить, но разговор все равно случится. В этом разговоре все решится, все определится. По крайней мере, на ближайшие несколько лет, месяцев, либо лет, смотря у кого как пойдет, да, определится ваши взаимоотношения, какими они будут, к чему вы движетесь. Это первый момент. Второй момент. Ждите от него какого-то яркого действия в вашу сторону. Это может быть дорогой ценный подарок. Это может быть какая-то развлекательная поездка в виде подарка. Да? Например, скажет, все, мы летим отдыхать куда-нибудь в теплую страну. Либо мы едем куда-то путешествовать. Да? Мы делаем то, мы делаем все. То есть это будет серьезно, это будет ярко, и это будет для него по финансам затратно. Третий момент. Чего от него ждать? Что он будет делать? Он вас, скорее всего, с кем-то будет знакомить. Но опять же, все отыграется в зависимости от того, в каких вы отношениях. Если вы просто встречаетесь, то будет знакомить с семьей.
Если вы уже вместе, то будет знакомить с какими-то, ну, не знаю, важными для него людьми, да, будут там какие-нибудь там родственники, бизнес-партнеры. В любом случае, тут он как будто бы с вами делится. Когда он вас знакомит, да, он прям показывает, что вот вы теперь часть его жизни, и что вам он верит как самому себе. Либо ну, вот я решился и определился, ты моя женщина, и я хочу, чтобы все знали, что ты моя, да, что у нас дальше с тобой все будет по-серьезному. Так, 4. Страсть. Выходит не страсть, причем такая, знаете, дикая, я бы сказала. Этот мужчина вас еще удивит. Удивит своей мужской силой и умением, ну, скажем так, под вас подстраиваться. Я так понимаю, что до этого было как-то не очень. Может быть, вы даже ему в открытую жаловали, что, ну, дорогой, я все понимаю, но не так-то быстро, да, либо я хочу больше там нежности, поцелуев, туда-сюда. Да, вот он, скорее всего, может быть, что-то посмотрел, почитал, да, он будет вас этим удивлять. Сколько я могу быть заботливым именно в интимной части жизни. Но страсти у вас точно будут. Так, это было 4, 5. 5. Девочки, здесь мужчина вычеркивает каких-то женщин, вычеркивает из своего телефона, вычеркивает из своей жизни. Может быть, какие-то женщины, которые вам не нравились, которые вас раздражали. Может быть, какое-то прошлое, да, которое вот у каждого, в принципе, есть. Вот он их вычеркнет, и это будет демонстративно. Типа, посмотри, да, мне никто, кроме тебя, не нужен. Вот я могу тебе доказать. Там, удаляю все номера своих каких-то знакомых женщин. Я там, отказываюсь от общения с какими-то женщинами. То есть это будет очень наглядно, и, как бы, в принципе, это правда. Вот он сказал, он это сделал. Так, 5, 6. Он вам что-то будет давать, либо он будет вам чем-то помогать. Ну, давать, смотрите, денег может дать, может какие-то приобрести вещи, что-то передать может, прислать что-то может. Опять же, да, у каждого по-своему отыграется, но вы от него что-то будете получать, причем такое, знаете, не мелкое. Опять же, может что-то сделать, там, мелкий ремонт, что-то починить, какую-то работу за вас выполнить, да, это тоже очень неплохо. То есть он будет показывать, смотри, я и важный, и нужный, и полезный, да, вот я мастер, я могу не только, но еще могу, например, что-то делать, там, помогать. В принципе, руки у меня там с правильного места растут. В принципе, ничего плохого я не вижу, я вижу только хорошее. Относительно вас, мои хорошие девушки, женщины, какая-то крыса трется у ваших ног. Это может быть как женщина, так и мужчина. Но крыса худая, она голодная, понимаете? Человек способен на любую пакость, гадость, лишь бы, ну, свое урвать, да? И эта крыса трется у ваших ног. То есть, возможно, именно сейчас, в данный период времени в вашей жизни присутствует очень хитрый и опасный человек. Вы этого в упор не замечаете. Этот человек может вас обидеть, может что-то ваше себе присвоить, может вам там наговорить вранья кучу, может даже какую-то гадость либо пакость сделать, а вы почему-то не замечаете. Вот вы думаете об этом мужчине, там, смотрите постоянно в это окно, либо в телефон, либо в компьютер, в монитор, и не замечаете. Послушайте, если вы работаете, если у вас есть какие-то важные дела, неважно, чего они касаются, да, вот прям важное дело, будьте максимально внимательны. Вот эта крыса мне совершенно не нравится. Мне не нравится ее намерение, и мне не нравится, что вы ее так быстро и близко к себе подпустили. Здесь нужно быть максимально внимательной и осторожной. Так, ну а по поводу вас, мужчина, в принципе, все очень неплохо, мне нравится. Мне не о чем вас больше предупредить, особенно относительно мужчины. Все, что я видела, я вам сказала. У вас здесь с ним прекрасная перспектива, и даже если вы уже давно, то ваши отношения явно идут к улучшению, к стабилизации, к гармонизации, к тому, чтобы прям улучшиться в разы причем. И относиться он будет лучше, и больше будет активности в вашу сторону. И смотрите, прям он взял курс именно на вас.
на вас. Если это новые отношения, девочки, ну я вас поздравляю, здесь мужчина очень серьезно настроен. И чувства у него сильные, стабильные, стабильно развивающиеся, да, вот так правильно сказать. В принципе, переживать вам не за что. Хорошая отсыпка, хорошие эмоции. И вы вообще хорошая пара. Такая прям интересная, красивая пара. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.